Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. Сегодня у нас по традиции проводится брифинг по вопросам коронавирусной инфекции. На брифинге участвует начальник отдела муниципальной службы, информационно-аналитической и кадровой службы Рустам Деркаматинович Исамеддинов, заведующий кабинетом медицинской статистики Верхнеаркеевской центральной районной больницы Гульназа Ришатовна Нуриева и руководитель пожарно-спасательного отряда Загит Рифкатович Шайхетдинов. Добрый день, уважаемые гости. Итак, вначале ознакомимся с общей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в республике. Рустам Деркаматинович, вам слово. Добрый день, уважаемые жители района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19 на 22 июля в Башкортостане зафиксировано 49 966 случаев заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 248 случаев. На сегодняшний день в стационарах республики лечение получают 629 человек, из них в тяжелом состоянии 61, на ИВЛ 8. На амбулаторном лечении находится 2241 человек с легкой формой заболевания. За сутки выписано 276 пациентов, всего за период пандемии 42 384 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 6 случаев смерти от COVID-19, всего умерших 712 человек. Всего в республику поступила вакцина от COVID-19 996 280 доз, вакцинировано первым компонентом 844 531 человек, вторым компонентом 531 143 человека. За сутки вакцину получили 28 964 человека. Спасибо за информацию. А теперь узнаем, какая ситуация у нас с коронавирусной инфекцией в районе. Пожалуйста, Гульназа Ришатовна. Добрый день, уважаемые жители района. По состоянию на 22 июня 2021 года за весь период наблюдения, это с апреля 2020 года, выявлено 871 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Из них в этом году подтверждено 511 случаев. За прошедшую неделю, это с 12 по 18 июля, всего зарегистрировано 54 новых случаев COVID-19. Выздоровели всего 785 человек, что составляет около 90%. За прошедшую неделю с 5 по 11 также июля зарегистрировано 5 выздоровлений. На амбулаторном лечении на сегодняшний день находится 63 пациента. Стационарное лечение в инфекционных госпиталях получает 14 пациентов. И среди заболевших жителей нашего района имеются 9 зарегистрированных случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. А как проходит прививочная кампания против коронавирусной инфекции? И сколько человек уже привились у нас в районе? В настоящее время мы также продолжаем работать со всеми 3 зарегистрированными в Российской Федерации вакцинами. Это Гамковид-Вак или Спутник Ви, это Эпивак Корона и Коронавак. Напоминаю еще раз, что для создания популяционного иммунитета или коллективного иммунитета нам необходимо привить 60% взрослого населения, что составляет для нашего района более 14 тысяч человек. На сегодняшний день нами получено 6915 доз вакцин. В остатке на сегодняшний день находится 1253 доз. Вчера мы еще получили разнарядку более 350 доз вакцины Гамковид-Вак из Башфармации. Всего проведено 5602 вакцинации первым компонентом, это 81% от полученной вакцины. За неделю привито 358 человек, что составляет в среднем 51 человек в день. Наша пропускная способность кабинета вакцинации 100 человек в день. Если мы будем вакцинировать 2 недели подряд около 100 человек в день, нам удастся создать популяционный иммунитет в процентных соотношениях от 60% взрослого населения. Вторым компонентом охвачено 3328 человек. И также мы делаем акцент на увеличение доли лиц старше 60 лет. Это примерно 7200 человек. Необходимо нам привить из нашего района. И на сегодняшний день всего привито более 1400 человек. Это всего лишь составляет 16% из всех лиц старше 60 лет.
Напоминаю, что также вакцинация продолжает проводиться во втором А-кабинете. Хотелось бы еще напомнить, что наш кабинет вакцинации работает с 8 утра до 8 вечера и с понедельника по воскресенье включительно. То есть все дни в неделю мы работаем, поэтому желающие привиться могут подходить в любое время, в любое для него удобное время. Также хочу напомнить, что процедура вакцинации проводится в 2 этапа. После введения первого компонента второй компонент вводится через 2-3 недели. Это в зависимости от вакцины, и защитный титр антител в организме вырабатывается также через 42 дня после введения первой вакцинации. И в это время, конечно же, всем жителям необходимо также применять все меры предосторожности. Это масочный режим, это социальная дистанция, и это гигиена рук и исключение контакта с пациентами, которые имеют симптомы острых респираторных инфекций. Контрольной точкой для Республики Башкортостан назначена 1 сентября, как и по всей Российской Федерации. То есть к 1 сентября не менее 60% населения должны быть привиты от новой коронавирусной инфекции. Это также сделано с целью того, что в сентябре, в октябре у нас начинается ежегодная сезонная профилактика уже гриппа, поэтому для того, чтобы не наслаивались вакцины между собой, а интервал между ними должен быть не менее 1 месяца, люди уже должны быть подготовлены к следующему сезону гриппа, то есть все вакцинации, которые предусмотрены сейчас, они должны быть уже проведены. Также хочу напомнить методы записи на вакцинацию. Это через портал государственных услуг, это через приложение к врачу или на сайте доктора РБ. Это единый телефон колл-центра по номеру 122, звонок бесплатный. Это ситуационный антиковидный центр по номеру 8 347 218 19 19. Через регистратуру нашей центральной районной больницы по номеру 56182 также возможна запись на вакцинацию. Поэтому, уважаемые жители района, в целях недопущения тяжелых осложнений, тяжелых ситуаций, вплоть до смертельных исходов. Поэтому призываю вас увеличить приверженность, настороженность к этой инфекции и своевременно вакцинироваться и создать специфическую профилактику для своего организма. Да, действительно, на сегодняшний день самой эффективной мерой профилактики от коронавирусной инфекции является вакцинация. Только выработав коллективный иммунитет, мы сможем остановить эту болезнь. Поэтому, уважаемые жители, просим вас подойти к этому вопросу очень осознанно. Спасибо за информацию, Гульназ Ришатовна. Теперь у нас другая актуальная тема. Загит Рифкатович, скажите, пожалуйста, какова статистика пожаров в районе? Какие будут рекомендации нашим жителям, чтобы уберечься от пожаров? Добрый день, уважаемые лишицы. На 22 июля текущего года в районе произошло 46 пожаров. На пожарах погибло 2 человека. Количество пожаров по сравнению с прошлым годом возросло на 5 случаев. Количество погибших на 2 случая. Местами возникновения пожаров явились 9 жилых домов, 10 надворных построек, 1 трактор и 4 пожара на прочих объектах. В остальных 22 случаях были загорания травы и мусора. Причиной всех этих загораний явилось безответственное и халатное отношение людей к вопросам пожарной безопасности. Вызвать пожар может любой брошенный в траву окурок, детские игры со спичками. Опасность сжигания травы и мусора заключается в том, что огонь может быстро распространиться на большие площади, а порой и перекинуться на жилые строения и лесные массивы. Приведу некоторые примеры пожаров, происшедших в нашем районе. В деревне Шаметово из-за оставленной без присмотра топящейся печи бани возник пожар, в результате которого полностью были уничтожены 1 жилой дом и все надворные постройки 2 домовладений. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседний дом. Лишь благодаря своевременному прибытию пожарной команды Аккузовского сельского поселения удалось предотвратить дальнейшее распространение пожара. В селе Верхнее Иркеево в результате сжигания сухой травы и мусора повреждена веранда жилого дома.
В деревне Новокуктово из-за распространения огня при сжигании травы огнем значительно повреждены надворные постройки 2 хозяйств. В деревне Штиряково произошел пожар, при котором уничтожен жилой дом и надворные постройки 2 хозяйств. В настоящее время стоит преимущественно жаркая и сухая погода. В связи с этим резко возрастает опасность возникновения пожаров. В связи с этим хочу напомнить несколько правил по обеспечению пожарной безопасности. У каждого жилого строения установите емкость с водой. Сжигайте мусор и листву только в специально отведенном месте, вдали от леса, заборов, построек и жилых домов. Идеальный вариант – это печь. Не проводите пожароопасные работы, это работа с болгарками и тому подобное, и не разжигайте костры в условиях сухой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения. Не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня. Ведь детская шалость – одна из самых частых причин возникновения пожаров. Не разбрасывайте бутылки, стекла и прочий мусор, который может сфокусировать солнечные лучи и привести к возгоранию. Будьте бдительны и внимательны по отношению к себе, людям, которые живут рядом с вами. Если вы стали свидетелем пожара, немедленно сообщите об этом на телефон спасения 01 112 или 101. Уважаемые жители, помните, что большинство пожаров происходит по вине человека, поэтому обязательно придерживайтесь всех вышеперечисленных рекомендаций и при любой чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112. Спасибо, Загит Рифкатович. Уважаемые лишевцы, на этом мы завершаем наш брифинг. Берегите себя и своих близких.